Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня проводим вебинар, который посвящен очень актуальному вопросу разработки технологической карты урока как формы реализации системно-деятельностного подхода на уроках ОБЖ. Вообще сегодня мы будем очень часто повторять слово «системно-деятельностный подход» и само слово «система». Методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта является системно-деятельностный подход. Вообще, сам даже федеральный государственный стандарт тоже является системой, потому что в стандарте связаны такие компоненты, как цель, задачи, планируемые результаты и условия реализации стандарта. Таким образом, мы уже с вами переходим к самому понятию, что такое система. И все-таки, прежде чем перейти конкретно к практической части нашего вебинара, характеристике и структуре технологической карты, все-таки разрешите я начну с того, что немножечко осветим ряд некоторых теоретических вопросов. Итак, что такое системно-деятельностный подход и что он предполагает? В первую очередь, системно-деятельностный подход предполагает организацию образовательной среды урока. Сам урок с современной точки зрения рассматривается как особая специфическая социальная образовательная среда, в которой осуществляется социальное проектирование и конструирование нового содержания, в которой происходит апробация тех новых педагогических технологий, которые будут обеспечивать достижение планируемых результатов обучения. С другой стороны, системно-деятельностный подход предполагает построение учителем образовательной деятельности школьников с учетом индивидуальных особенностей ребенка, возрастных, психологических особенностей, познавательных интересов, профессиональных будущих потребностей. Ну и еще на сегодняшний момент актуальным становится разработка урока еще и с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенность урока заключается в том, и системно-деятельностного подхода заключается в том, что формируется у обучающихся, создается, правильнее сказать, активная учебная познавательная деятельность. И вот здесь опять же терминологические такие нюансы мы с вами рассмотрим, что значит учебная и что значит познавательная деятельность. Ибо на уроках часто довольно-таки нам приходится говорить детям о том, почему ты ничего не делаешь. Я слушаю, я смотрю, я читаю, вы же сами сказали что-то мне записывать, а почему-то учитель недоволен, остается. То есть что такое учебная деятельность и чем она отличается от познавательной деятельности. В итоге у ребенка должна формироваться готовность к саморазвитию и непрерывному образованию. То есть это формирование готовности к непрерывному саморазвитию, самообразованию, умению построить свою индивидуальную образовательную траекторию, конечно же, это сверхзадача, сверхцель, которую мы с вами должны достигнуть через наш учебный предмет. Что же такое система? Что такое система? Под системой понимается упорядоченное множество отдельных элементов, которые взаимосвязаны между собой. И с системами мы с вами сталкиваемся ежедневно, можно сказать, потому что есть системы социальные, есть системы биологические. В качестве примера, что такое биологическая система? Биологическая система – это наш организм с вами. А социальных систем, конечно, их больше. Это механические, электронные и дидактические системы. И если мы будем применять определение системы к какому-то определенному виду, например, электронная система, тот же компьютер или ноутбук или телефон, это очень сложные системы, которые состоят из множества элементов. А когда они взаимосвязаны, то тогда эта техника работает. Но порой, к сожалению, некоторые учителя забывают, что мы с вами функционируем в особых дидактических системах и рассматривают отдельные элементы этой системы без взаимосвязи.
А в итоге получается, что результат обучения будет нарушен. Какими же свойствами обладают системы? Будем, конечно, подразумевать в виду наши дидактические системы. Например, основное свойство системы – это дискретность. Каждая система состоит из отдельных, относительно обособленных друг от друга элементов. Возьмем урок. Урок – это дидактическая система. Из каких отдельных элементов будет состоять урок, как система? Это всем хорошо вам известные этапы урока. И они обособлены друг от друга, потому что каждый этап урока преследует какие-то определенные задачи. А при решении этих задач будут достигнуты отдельные результаты. Далее, но эти все элементы, все этапы нашего урока взаимосвязаны между собой, потому что они подчинены общей цели урока. А цель урока у нас уже формулируется по-другому. Мы не должны говорить даже в своем узком таком кругу, что я должен дать знания какие-то, я должен преподнести знания. Учитель ничего не дает и не преподносит. Учитель просто создает ту среду, в которой ученики, владея универсальными учебными действиями, будут приобретать новые знания. Итак, все компоненты нашей дидактической системы взаимосвязаны между собой. Третье свойство дидактической системы – это интегративность. Целостная система обладает теми качествами, которые не присущи отдельному ее компоненту. Но вот представим с вами целиком урок, да? Это интегрированное образование, представленное несколькими отдельно взятыми системами. Ну, например, системой этапа урока, такой как проверка знаний, да? Изучение нового материала, рефлексия, самостоятельная практическая работа. Вот это все отдельные элементы системы, а вместе взятые они формируют особую такую крупную систему, как урок. И последнее свойство системы – это иерархичность. То есть вся система состоит из систем более мелкого ранга. Ну, еще раз повторю такой вот пример, что мы проводим, например, этап урока проверка знаний или этап урока практическая работа, да? А эти компоненты, эти свои микросистемы, они входят в систему урока, а отдельный урок, он выступает уже как система, входящая в систему уроков. Да? А дальше мы можем продвинуть и выстроить еще более крупную иерархическую систему, как, например, система урочной деятельности и система внеурочной деятельности. И таким образом у нас будет выстроена вот такая вот матрешка систем, которая будет вообще в целом вся завершаться на уровне целого предмета, который охватывает у нас разные классы. Итак, наши системы, любая система, она характеризуется целостностью и устойчивостью. А что же определяет устойчивость системы? Такой вот вопрос. Что определяет устойчивость системы? Устойчивость системы определяет, конечно же, деятельность. И вот сейчас мы обсудим вопрос, а что такое деятельность? На что должна быть направлена деятельность обучающихся? Даже когда ученик работает, что-то выполняет, ваши задания, мы все равно говорим о том, что он должен проявлять какое-то активное отношение к окружающему миру, да? И это отношение проявляется в целесообразном изменении какой-то вашей учебной ситуации, вашей задачи. И должны различать познавательную деятельность. Познавательная деятельность направлена на приобретение новых знаний. Смотри, слушай, списывай, переписывай. Это познавательная деятельность. А когда мы говорим об учебной деятельности, то должны в таком случае подразумевать, что через такую деятельность
будет осуществляться не просто формирование каких-то предметных знаний и умений школьника, да, а будет осуществляться его развитие. Что значит осуществляется развитие ребенка? То есть, итак, учебная деятельность, она преследует цель развить обучающегося. Над чем вы работаете? Вы работаете над тем, чтобы у ученика была развита речь, так? Было развито логическое мышление, была развита память, так? Были развиты какие-то коммуникативные способности. То есть вот это все, вот эти вот все качества личности, их можно сформировать только в деятельности, именно в учебной деятельности. А если ребенок будет нас просто слушать, так, то это не будет способствовать развитию его речи. Если он просто будет слушать, это не будет способствовать развитию его логического мышления, потому что и то, и другое взаимосвязаны между собой. Итак, какими признаками обладает деятельность? Вспомним, что деятельность должна быть обязательно активна, и эта активность исходит от самого субъекта обучения. А для того, чтобы ребенок был активен, учитель создает условия для мотивации, для целеполагания. Исходя из новой концепции образования, ребенок должен выдвинуть задачи, выдвинуть гипотезу, предположить задачи, которые нужно будет решить для того, чтобы достигнуть какого-то ответа, поставленного в начале урока. И деятельность всегда характеризуется целью. И что такое цель? Цель – это мысленное предвосхищение результата любой деятельности. И, конечно же, вот очень важно, чтобы, если ребенок правильно замотивирован на уроке, да, то, конечно же, у него будет какая-то цель, и это в результате ребенок стремится к тому, чтобы достичь эту цель. Цель осознанна. Цель осознанна – это обязательное тоже условие. А осознанность достигается через организацию самостоятельной деятельности и творческой деятельности. Предметность. Деятельность всегда носит предметный характер. В качестве предмета изучения может быть любая информация. Может быть любая информация, которую ребенок приобретает в результате какой-то учебной деятельности. Другой пример предметности деятельности – это будут умения и навыки. Причем здесь нужно рассматривать умения и навыки достаточно широко. Мы можем называть предметные умения и навыки, а можем называть метапредметные, межпредметные умения и навыки. Так, и результативность. Вот что будет результатом деятельности обучающегося? Как ребенок будет видеть свой результат? Конечно, это мы узнаем в процессе рефлексии. Но тут хочется сказать о том, что и сам учитель тоже должен различать, что же такое, изменить свое отношение к результативности. Вот когда дают на рецензию портфолио, то иногда вот становится досадно в силу того, что результативность учитель оценивает только на уровне выставленных оценок. Вот количество пятерок, четверок, троек. А другие результаты, которые требуются от нас по госстандарту, учитель почему-то забывает проанализировать. Уровень усвоения предметных, например, учебных действий, так, или уровень усвоения каких-либо метапредметных результатов обучения. Вот, к сожалению, этого нет в портфолио чаще всего. Или вот, например, возьмем такое вот мероприятие, очень важное, республиканское, мы все за него очень переживаем и болеем, как у нас пройдет очередной этап республиканской олимпиады по ОБЖ. Но вот когда в такой вот частной беседе спрашиваешь у учителей, а что вы видите как результат этой олимпиады? Диплом, грамоту, там первое место или второе место. То есть опять мы неправильно определяем свой результат своей деятельности. То есть в данном случае учитель, особенно на олимпиаде,
он должен понимать, что здесь результат это не получение бумажки с печатью Министерства образования, да, а результат это, например, какой-то определенный уровень сформированности культуры безопасности жизнедеятельности. Так? Это опыт какой-то творческой деятельности, опыт практической деятельности дети приобретают. И поэтому вот результативность это тоже своего рода у нас проблема. Как же правильно понимать результаты обучения? Ну вот такие вот признаки учебной деятельности, они должны быть также у нас и отражены в нашей технологической карте. Системно-деятельностный подход, коль мы говорим о деятельности, то в основе учебной деятельности находится, основу учебной деятельности составляют универсальные учебные действия. И вот что здесь интересно, такое вот противоречие или сцепка такая, связка, что с одной стороны универсальные учебные действия являются целью, мы формируем эти универсальные учебные действия, учим их детей, так? А с другой стороны, универсальные учебные действия являются результатом обучения. То есть вот эту вот грань нужно отметить. Ну вот, например, познавательные логические универсальные учебные действия. Так, что это такое? Это ученик умеет анализировать, объяснять, сравнивать, обобщать. Так? А с другой стороны, прежде чем ученик будет это все делать, нужно научить, нужно сформировать эти универсальные учебные действия. Так. И сейчас мы с вами обратим внимание на таблицу Асмолова. Основу универсальных учебных действий составляют универсальные действия, которые определены Асмоловым, и мы сделали такую обобщающую таблицу, которая сейчас представляется вашему вниманию. Все универсальные учебные действия распределяются по группам: личностные, регулятивные, познавательные, которые подразделяются на общеучебные, логические и постановку решения проблем, и коммуникативные. Вот эти учебные действия носят такой обобщенный характер. Они никак не привязаны к какому-то конкретному предмету. И когда мы будем составлять технологическую карту, то мы можем взять, мы берем отсюда, ориентируемся на этот перечень, но этот перечень не является, абсолютным таким, который нельзя модифицировать. Можно этот перечень модифицировать, можно уточнить в зависимости от содержания своего предмета, той темы, которую вам необходимо будет, которую вы с детьми изучаете. Ну вот, например, присылают технологические карты, где указывают универсальные учебные действия, да, но оставляют их такими, как вот здесь в таблице они представлены. Ну, например, вот поиск и выделение необходимой информации. Копируют и вставляют в свою технологическую карту. Какую информацию ищут, да? Что выделяют в этой информации? То есть никак не связаны вот эти действия с теми планируемыми, с конкретными планируемыми результатами обучения. Или, например, вот коммуникативные учебные действия, да? Постановка вопросов. То же самое. Вот взяли, скопировали, постановка вопросов. А какие вопросы? Это какие вопросы? Это репродуктивные вопросы или это какие-то вариативные вопросы будут? На какую тему, с какой целью постановка этих вопросов происходит? Ничего нет. То есть задача, когда составляется технологическая карта, выбрать оптимальный и эффективный, на ваш взгляд, набор универсальных учебных действий и конкретно их сформулировать. Так, здесь мы найдем различные учебные действия на все случаи жизни.
Но особенно вот важным примером, важной такой группой методов являются регулятивные методы, потому что именно они, простите, не методы, а универсальные учебные действия, потому что эти действия как раз обеспечивают активную позицию учащегося в ходе всего урока. То есть это целеполагание, так? Ученики должны сформулировать цель своей учебной деятельности, планирование. Особенно планирование актуально в том случае, когда будет организовываться, например, групповая работа, ну и даже составить план действий на уроке. Что мы будем делать, в какой последовательности. Прогнозирование. Тоже необходимо учить детей, как же прогнозировать свою деятельность, что мы получим в итоге выполнения каких-то конкретных действий. Обучение контролю и самоконтролю сейчас придается очень большое значение, очень большое внимание, и нужно, чтобы ребенок, обучающийся, понимал, по каким критериям вы проводите оценивание. Так. Оценка, саморегуляция, так. Понимание адекватности оценки, постановка и формулирование проблемы. То есть вот это вот те умения, те универсальные учебные действия, которым обучают ребенка на всех уроках, без исключения. И нужно сказать, что в начальной школе дети достаточно уже хорошо владеют рядом универсальных учебных действий. Они хорошо работают в команде, они знают порядок выполнения различных заданий, так, знают, что такое логические универсальные действия. То есть детки уже много знают в начальной школе. И задача учителя основной школы – способствовать развитию этих умений далее. Итак, это у нас были универсальные учебные действия. Следующий этап нашей работы с вами – это определение местоположения универсальных учебных действий в структуре планируемых результатов обучения. Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию педагога на планируемые результаты образования. И планируемые результаты – это тоже системообразующий компонент стандарта. Группы планируемых результатов обучения вам хорошо уже известны. Предметные – это те, которые формируются в ходе изучения какого-то предмета. Так? И сейчас уже мы выделяем предметные умения, знания на базовом уровне и на уровне профессиональной подготовки обучающихся. Когда преподаватель определяет предметные результаты, так, то какая ошибка бывает допущена? Находят результаты, которые сформулированы в примерно-образовательной программе. Это ничего, в этом зазорного нет. Хорошо, что вы знаете, где их найти, эти результаты. Но потом эти результаты, опять же, какая ошибка допускается, что они не конкретизируются, то есть не указываются, какие понятия формируются, не указываются, какие конкретные умения на этом уроке формируются. Следующая группа – метапредметные умения. Метапредметные умения – это, можно сказать, те умения, которые формируются, те результаты обучения, которые формируются всеми педагогами образовательной организации. И нужно сказать, что вот как раз предмет ОБЖ, он носит такой интегрированный характер. И в этом предмете сосредоточено очень много самых различных знаний. И в результате у учеников должны быть сформированы личностные результаты обучения все-таки на достаточно высоком уровне.
Но мы можем как проверить эти личностные результаты, как они достигнуты? Только методом анонимного анкетирования, методом анонимного опроса или через организацию специальных каких-то измерительных процедур. И как же мы должны использовать вот эти знания о планируемых результатах обучения? Рассмотрим механизм или рассмотрим порядок разработки конспекта урока и проверочной контрольной работы. Как изменяется алгоритм? Ну, то есть, если мы, допустим, по программе определили тему урока, то по старому, да, мы бы как делали с вами? Тему урока определили и разрабатывали конспект урока. А потом мы бы уже разрабатывали оценочные процедуры какие-то. Сейчас же мы должны исходить по-другому. Мы рассматриваем совершенно другой алгоритм. Определяем тему урока и определяем результаты обучения, которые должны быть достигнуты на этом уроке. Затем мы разрабатываем оценочные процедуры. Это могут быть задания для письменного контроля, задания для устного контроля. Это может быть текущий или промежуточный контроль. Ну вот именно исходя потом уже из того, какие результаты мы определили, так мы определяем оценочные процедуры. И только потом начинаем разрабатывать конспект урока. Вот такой алгоритм, он способствует управлению качеством образования. Ну вот это несколько такой, что ли, новый подход, в кавычках, новый подход в планировании вообще учебного процесса. Итак, мы с вами рассмотрели все моменты. То есть, что такое система, что такое деятельность, да? И связали системно-деятельностный подход с системой универсальных учебных действий. И исходя из того, что сам урок тоже является системой, мы с вами переходим к характеристике технологической карты. Сама система и само слово технология пришли в нашу педагогическую деятельность из сферы промышленного производства. И предлагается вам определение, что такое технологическая карта. Технологическая карта, говоря языком техников, технарей, это форма технологической документации, в которой подробно записан весь алгоритм производства. Указаны операции, составные части, материалы, так, необходимый технологический режим, оборудование, которое необходимо, время для того, чтобы это изделие изготовить, и указана квалификация работников. То есть указаны все необходимые компоненты, которые и обеспечат качество этого процесса. Ну, например, если мы хотим выпечь дрожжевой хлеб или бездрожжевой хлеб, конечно же, будет технологическая документация совершенно разная. И вот эти вот какие-то технические основы производства переносят на учебный процесс. Таким образом, предполагается, что если мы будем следовать какому-то определенному алгоритму, то в итоге мы должны получать высокие результаты обучения, да? То есть вкусный хлеб должен получиться. Форма технологической карты урока – это не стандартизированный документ. То есть стандарта строгого, которому должны все следовать, нет. Это обобщенно-графическое выражение сценария урока, основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов и технологий работы учителя. Это способ графического проектирования урока в форме таблицы, позволяющей структурировать урок по выбранным учителем параметрам. То есть никто не навязывает вам какие-то строго раз и навсегда данные рекомендации. Урок, как он был вашим творческим уроком, он так и остается.
Только особенность этого урока особенность этой технологической карты заключается в том, что там не пишется теоретическое содержание урока. Подразумевается, что теоретическое содержание урока учитель знает, а в карте отражается именно деятельность самого учителя и деятельность обучающихся. Некоторые учителя пытаются совместить старый свой подход к конспекту и технологическую карту. И в технологическую карту вставляют еще и содержание, и в итоге эта карта превращается из 2-3-страничного документа в 20-страничный документ. Этого не должно быть. Если кто-то очень ценит то содержание, которое было отобрано им к уроку, то тогда это содержание можно вынести в приложение к этой технологической карте. В какой-то степени производственной основой конструирования технологической карты можно как-то провести аналогии с учебным процессом. Ну вот, пожалуйста, в технологической карте указаны операции и их составные части. В уроке это что будет? В уроке это будут отдельные его этапы. Названы материалы в технологической карте. В уроке это будут обучающиеся, простите, пожалуйста. Перечислено техническое оборудование. Хорошо, вот у нас имеются различные технические средства обучения. Указаны инструменты. А у нас это технологии обучения и методы обучения. Обозначены технологические режимы. Мы тоже это обозначаем. Вот на арт-момент у нас столько-то уходит, на практическую работу столько-то, на изучение нового материала 25 минут и так дальше. Пожалуйста, это тоже у нас остается. В целом рассчитано время на проведение урока 40-45 минут. И определен квалификационный статус исполнителей. Это обучающиеся. Среди них есть учащиеся с высоким уровнем познавательного интереса, есть учащиеся с низким уровнем познавательного интереса, есть другие ученики и есть, конечно же, учитель. Если речь пойдет о неурочных мероприятиях, то на внеурочные мероприятия приглашаются, например, другие специалисты. Итак, в какой-то степени производственная технологическая карта, она позволяет нам применить ее в нашем учебном процессе. В технологической карте выделяется несколько блоков. Эти блоки вам тоже хорошо известны, но даются некоторые уточнения в их названиях. Первый блок – это блок целеполагания. В блоке целеполагания указывается тема урока, цель урока и запланированные результаты обучения. Второй блок – это инструментальный блок, то есть здесь указываются инструменты, при помощи которых данный наш цель урока будет реализовываться. Здесь мы указываем задачи урока, указываем его тип, вид урока и учебно-методический комплекс. Организационный блок, организационно-деятельностный блок, да, он представляет собой, собственно, технологическую карту, в которой выделяются макроструктура урока и микроструктура урока. И вот сейчас мы с вами перейдем к характеристике технологической карты. Данная технологическая карта является примерной, обобщенной, так, и в каждой школе могут быть, конечно, продуманы какие-то свои версии, но данной версии мы придерживаемся в КРИРО, и хотелось бы обсудить с вами эту форму технологической карты. Данная рекомендуемая форма как раз поможет подготовиться к прохожденению аттестации. Потому что порой предлагают технологические карты, в которых ничего невозможно понять, что же
во-первых, и какие задачи там ставятся, что хочет учитель достигнуть, и самое главное, непонятно, что делает учитель, или он все дает и преподносит, а что же делают учащиеся, тоже порой непонятно. А учитель выдает свой конспект как конспект, составленный на основе системно-деятельностного подхода. Мы сейчас с вами разберем положения, которые здесь вам представлены. Так, и если что-то будет непонятно, то потом вы меня спросите. Итак, речь идет о конспекте, который, например, вы представляете на аттестационную комиссию. Конечно же, должно быть указана тема урока и в каком классе данный урок проводится. Ну и далее, так, на что обратим внимание? Так, дату, когда вы проводили этот урок, номер урока по порядку, то есть для того, чтобы контролировать выполнение программы, номер урока в теме, да, для того, чтобы тоже осуществлять самоконтроль, насколько успешно мы реализуем программу, да, и номер урока по расписанию. Ну, это требование можно соблюдать, можно не соблюдать, потому что мы с вами понимаем, что урок первый будет отличаться по уровню работоспособности учащихся от последнего урока или от каких-то других нюансов. Итак, теперь будем рассматривать блок целеполагания. Блок целеполагания. Тема урока еще раз повторяется. Так, и вот теперь смотрим, какое место занимает ваш урок в данной теме. То есть, когда вы пишете программу, то, наверное, указывайте, какой это у вас будет урок: вводный, текущий, обобщающий или контрольный урок, или контрольно-обобщающий урок. Да? И затем его значение этого урока. То есть этот урок является не просто каким-то отдельно взятым уроком в теме, а именно составным звеном системы уроков вашей темы. И знания и умения, которые сформированы на этом уроке, они будут основой для формирования других знаний. То есть мы постоянно должны держать перед собой вот эту систему перспективных знаний, да, и систему ретроспективных знаний, на которые мы постоянно опираемся. Так, следующее – это цель урока. Цель урока. Значит, цель урока – не дать и преподнести, извините, еще раз повторяю. Так, а цель урока – создать условия для того, с какой целью вы этот урок планируете провести. Но так как у нас все уроки у нас можно объединить в такие три группы. Ну, например, это уроки по формированию здорового образа жизни, это уроки по формированию по осуществлению гражданско-патриотического воспитания, так, это уроки, посвященные культуре безопасности, безопасного дорожного движения и так дальше. А в целом все наши уроки формируют культуру безопасности жизнедеятельности ребенка. И исходя из этих вот основных таких фундаментальных целей, вы формулируете цель своего конкретного урока. Далее, результаты обучения. Результаты обучения, исходя из планируемых предметных результатов. Мы рекомендуем вам, методисты КРИРО, рекомендуем вам отказаться от формулировки таких, как задачи образовательные, задачи развивающие, задачи воспитательные. Мы не рекомендуем вам писать здесь формирование универсальных учебных действий. И когда все это начнется перечисление, то, конечно же, бедный учитель, у вас сойдет 100 потов, прежде чем вы все это перепишете, скопируете, да, а на методическое творчество уже сил и времени не будет хватать. Поэтому достаточно, например, вот там, где у нас метапредметные результаты обучения, это будут какие результаты? Это будут результаты, эти результаты будут соотноситься с развивающими задачами урока, а личностные результаты обучения будут соотноситься с воспитательными задачами урока. Следующий блок – инструментальный. То есть это те инструменты, которые позволят нам достичь планируемых результатов, а значит и цели урока. Мы определяем тип урока.
именно в зависимости от типа урока мы будем выбирать те технологии и методы, наши классические обучения, которые позволят реализовать цель и достичь результата. И какой-то тип урока вот из перечисленных здесь курсивом вы и оставите у себя в технологической карте. Урок, вспомним, это целостная система, состоящая из отдельных элементов, а отдельными элементами являются этапы урока, которые составляют его дидактическую структуру. Это классика дидактики. Да? И значит, здесь мы указываем, какие этапы урока вы планируете выделить в зависимости от решаемых дидактических задач. Вот прямо сюда мы их потом и будем переписывать, да? Под пунктом 8. Те задачи, которые вы выделите на этапе подготовки, они у вас будут отражены в технологической карте. Следующий момент. Вы составляете план теоретического содержания нового материала. Здесь у нас тоже бывают проблемы такие, разные понимания. Вы порой планом содержания называете план урока. План урока и перечисляете его этапы. Это не план урока, это тип урока. Да? Это, простите, дидактические этапы урока. То есть что здесь? Это организованное начало урока, это проверка знаний, это мотивация, это актуализация, это изучение нового материала и так дальше. Вот это называется дидактическая структура урока, а не план урока. А план теоретического содержания, то есть это блоки теоретического содержания, построенные в логической последовательности. И как раз вот именно эти блоки теоретического содержания, они будут согласовываться с предметными результатами обучения, в первую очередь. Для того, чтобы реализовать наши задачи, да, необходимо подобрать, разработать учебно-методический комплекс, да, куда будут входить конкретное оборудование, да, будет входить оборудование. И когда вы представляете конспект куда-либо или, например, в инфоурок посылаете свой конспект, или передаете конспект в аттестационную комиссию, то, конечно, здесь необходимо обязательно указывать все конкретно. Необходимо указывать конкретные перечни оборудования. То есть, если это печатные таблицы и плакаты, то обязательно с указанием названия. Если приборы, то с указанием вида. Средства индивидуальной защиты обязательно с указанием вида и количеством. Например, вы используете противогазы на уроке, сколько их будет. Спрашивается, что за придирка там, сколько противогазов? А от того, сколько противогазов у вас будет на уроке, от этого будет зависеть и характер организации учебной деятельности школьников. Экранные средства обучения. Например, мультимедийная презентация. Какая? То есть какова тема мультимедийной презентации? Совершенно не обязательно, чтобы тема мультимедийной презентации совпадала с темой урока. Ведь мультимедийная презентация может быть посвящена формированию какого-то одного предметного понятия. Или на основе предметной презентации у детей будет формироваться представление о том, как какие-то действия нужно выполнять. Да. Какие технические средства обучения вы будете использовать. Да? И вот еще обратим внимание на такой компонент учебно-методического комплекса, как дидактическое сопровождение. На уроке порой нам необходимо, например, такие дидактические карточки, которые бы способствовали организацию самостоятельной работы школьников. Или, наоборот, задания для индивидуальной работы. Посмотрим. Например, задания для групповой работы. Сколько таких заданий нужно разработать? Если класс большой, например, то это где-то будет, наверное, таких заданий, карточек дидактических у вас будет 4 или 5. А если, например, вы даже будете организовывать дифференцированную работу, да, вот эта работа для учащихся мотивированных, это для немотивированных учащихся, а это для детей, которые хорошо изучают предмет, а это для лодырей, для пофигистов, например, вы предлагаете какое-то задание. Пожалуйста, то есть вот
в этом вот сопроводительной пояснительной записке инструментального блока вы и показываете, уже начинаете показывать, как вы будете реализовывать, например, метапредметные задачи. Далее, литература. Литература для учителя. Литературу для учителя и учащихся вы основную уже указали в своей рабочей программе учебного предмета, я так думаю. Да? А вот здесь, вот в этом разделе, мы можем указать вот именно ту литературу, те источники информации, которые позволили вам разработать какое-то принципиально новое содержание урока. И не забывать указывать сайты интернет-источников. Литература для учащихся. Конечно, учебник, это ясно, но учебник мы тоже сюда, зачем нам вписывать учебник? Вы можете опять же порекомендовать какие-то сайты, указать, именно те, которые вы рекомендуете детям и которые соответствуют вашему взгляду на то, как нужно организовывать учебный процесс. А не так вот, найдите сайты, которые подходят по этой теме. Нет, так делать нельзя. Ну и далее программное обеспечение. Может быть, вы используете какие-то электронные ресурсы, например, какие-то методические рекомендации, разработанные на дисках издательства «Просвещение» или других издательств. Так. Далее рассматриваем образовательно-педагогическая технология. Да, с педагогическими технологиями разобраться очень трудно. Их классификаций много. И что примечательно, мы не используем ни одну, за редким исключением, не используем педагогическую технологию полностью во всей ее красе, что называется. Мы где-то используем проблемное обучение, где-то используем технологию кластера, где-то используем кейс-технологию. Но так, чтобы выстроить все уроки в рамках какой-то одной технологии, такого у нас нет, по крайней мере, среди учителей ОБЖ я такого не наблюдала. Так, межпредметные связи. Мы уже говорили о том, что предмет ОБЖ является интегрированным учебным предметом, и необходимо как можно чаще использовать возможность актуализации знаний учащихся из других предметов и переводить эти знания в какую-то новую образовательную плоскость. Но это позволяет учащимся раскрыться, показать свою эрудицию в других областях знаний, но и учитель сам тоже показывает, что он знает не только предмет ОБЖ, он знает историю, обществоведение, химию, географию и биологию в том числе. Далее, и внутрипредметные связи. Внутрипредметные связи – это те, которые были сформированы ранее у учащихся. Это так называемые ретроспективные понятия, которые уже были использованы, которые были сформированы, может быть, в 5 классе, в 6 классе. И вы сейчас, а может быть, даже в этом же классе, на этом этапе обучения, но в сентябре месяце, а сейчас, например, декабрь, и вы используете эти сформированные знания, приводите их в новый формат. Вот такова пояснительная записка к технологической карте. И затем начинается, собственно, технологическая карта, это организационно-деятельностный блок, который оформляется в форме таблицы и может занять страницы 2 или 3, не больше, в альбомном формате. Значит, обратим внимание на колонки. Значит, первая колонка начинается, даже, может быть, не с первой колонки, а вот именно вот покажем, что вот на этих вот горизонтальных строках показаны этапы урока. Их у меня тут 10 будет, этих этапов, так как рассматриваем структуру урока изучения новых знаний. А в каждом этапе урока могут быть выделены микроэтапы, которые соответствуют отдельным задачам. Следующий этап, следующий блок – это планируемые результаты обучения. То есть мы теперь все начинаем с того, а какие результаты должны быть в итоге. Далее, какие элементы учебно-методического комплекса
будут использованы для того, чтобы достичь эти планируемые результаты. Что будет делать учитель, какие условия он будет создавать, чтобы достигнуть вот этих результатов. Что будут делать дети, чтобы достигнуть планируемых результатов. Иногда бывает так, что смотришь технологическую карту, а предметных результатов, вот этот вот столбик, да, он пустой. Он пустой. Вот просто удивительно, а чему же тогда учитель учит? Там, где у нас пишется планируемые результаты, мы должны писать, что дети знают, что умеют. Здесь не надо писать глагол «формируют», «формирование». Вот ошибка такая бывает, что значит, здесь пишут формирование там, таких-то знаний, таких-то умений, формирование таких-то метапредметных результатов. Нет, здесь не надо писать глагол формирования, здесь мы пишем знают и умеют. Но на этапе мотивации и учебной деятельности откуда мы возьмем предметные знания, что дети знают? А мы с вами вспомним, мы с вами что писали? Мы писали с вами внутрипредметные связи и межпредметные связи. Значит, вот это уже пойдет сюда, в эту колонку «Планируемые результаты обучения». То есть, начиная уже с самого начала урока, ну буквально со 2-й минуты урока, да, действия, знания школьников начинают вступать в силу, начинают действовать. В рубрике значит, вы должны обязательно прослеживать, какие компоненты учебно-методического комплекса используются на каждом этапе урока. Тоже иногда получается так, что эта колонка совершенно вся пустая. Почему очень важно показать, что вы владеете различными дидактическими, наглядными, техническими средствами обучения. Потому что от того, какие элементы вы используете, какие компоненты, вернее, вы используете, от этого будет зависеть организация деятельности обучающихся. В рубрике колонки «Деятельность учителя» у меня подготовлены такие клише, общие рекомендации, которые учитель должен выполнить для того, чтобы мотивировать учащихся. Но здесь написаны общие фразы, создает условия для возникновения ученика внутренней потребности. А вы здесь конкретно пишете, как вы создаете эту ситуацию. Или вы используете, может быть, или кластер, или кейс какой-то используете, или что-то еще, что имеется в вашем арсенале. А может быть, вообще вы там нетрадиционно подходите как-то к организации познавательной деятельности детей. В колонке «Деятельность обучающихся» здесь не нужно писать «читают», «смотрят», «слушают», «отвечают на вопросы». Здесь мы должны деятельность обучающихся показать на примере универсальных учебных действий. Еще раз смотрим таблицу Осмолова и определяем для себя, что же тут будут дети делать. Совершенно не обязательно, чтобы все примеры личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные были здесь. Не надо к этому стремиться. Но какой-то один пример универсального учебного действия здесь может быть. Но есть такое выражение без фанатизма. Много не надо ничего писать. Иначе в этом можно просто утонуть будет. И вот таким образом вы можете вести очень четкий такой вот самоконтроль. Ага, что у меня дети делают, так? Это согласуется с моими действиями, а дети делают, это согласуется с тем, что они уже знают и умеют. А как у меня используется какое-то оборудование на уроке? Таким образом, легко становится осуществлять самоконтроль. Так, следующий этап урока – актуализация знаний, постановка проблемы. Опять же, тот же самый алгоритм. Актуализация знаний – это перевод знаний в какую-то новую образовательную плоскость. И опять, что дети знают, что умеют. Постановка учебной задачи. То есть, как видите, уже тут идет повторение. Но вот такое вот деление урока на этапы, по-моему,
оно очень упрощает вообще организацию учебного процесса. Нужно сказать, что вот я придерживаюсь вот этих вот этапов, ну, может быть, в несколько старой уже интерпретации, на протяжении всей своей учительской деятельности. И это мне серьезно помогает. Только новизна заключается в том теперь, что нужно определить вот эти универсальные учебные действия. Но я тоже стараюсь это делать по минимуму так, чтобы было четко и внятно, четко понятно, а что же делают дети, чтобы сам ребенок осознавал, какое действие он выполняет. Вот эти вот 4 этапа, которые первые мы с вами охарактеризовали, они будут непродолжительные по времени, да? Но они обязательно должны быть. Они обязательно должны быть. Может быть, не так дети активно будут принимать участие в этих этапах пока, но ничего, потом научатся. Вот у меня был такой вот эпизод на уроке, причем совсем недавно. Поставлена была познавательная задача в классе. И дети, у них возникла ситуация выбора, ситуация незнания. И спрашиваю, а что нужно сделать для того, чтобы решить эту проблемную задачу, выйти из этой ситуации? И вы знаете, было просто гробовое молчание. Я остановила урок и жду. Прошла минута, прошла 2 минута. Я не выдержала и говорю, ну, наверное, если вы это не знаете, так надо узнать, а что для этого нужно сделать? Ага, что сделать? Опять гробовое молчание. А что же надо делать? Слушать не подходит, да? Смотреть нечего, учитель ничего не показывает, книжки закрыты. Что делать? Ну, я говорю, ну, наверное, в окно посмотреть надо. Все дружно посмотрели в окно, как один. Там ответа не нашлось. Я говорю, ну, наверное, надо еще что-то сделать. А вы нам расскажете. Ясно. Большое спасибо за доверие, но я не источник входящей информации, да? Откуда мы можем еще получить информацию? И спустя 5 минут урока я выяснила, что можно открыть учебник. Это был 10 класс. На уроке биологии. Городской школы. Да, любая технология временно затратна, но если мы будем все-таки стремиться к тому, чтобы дети поняли, что урок проводится не просто ради урока, а если я на этом уроке что-то не успела, то мы продолжим это наше занятие и на последующем уроке, так? Но в итоге начинают тогда уже привыкать к тому, что нужно что-то делать именно с познавательной точки зрения. Итак, мы все эти пункты выполнили, так, и переходим к изучению нового материала, формированию новых знаний. И вот здесь вот как раз мы указываем, вот это вот очень мои любимые вот эти вот пункты плана содержания нового материала. Ну, грубо говоря, ну, например, у нас идет урок средств индивидуальной защиты. Так? И, например, первый пункт плана там средства защиты органов дыхания, второй пункт плана средства защиты кожи, третий пункт плана, как у нас там идет, средства коллективной защиты, да? Ну, примерно вот так вот. И таким образом на каждом пункте этого плана, на каждом микроэтапе урока, при решении каждой задачи я буду четко планировать, вот должны знать определение, что такое средство индивидуальной защиты. Вот должны уметь сравнивать, там, например, противогаз и респиратор. Что-то в таком духе. Если я это запланировала, этот результат, то я буду использовать то оборудование, я буду то делать, чтобы организовать деятельность школьников, а они в итоге достигли вот этих знаний и умений. И пунктов плана в уроке у нас немного, количество их может быть примерное, то есть, опять же, не стандартизировано. Да? И таким образом очень легко осуществлять, опять же, учителю самоконтроль. Все кратко и понятно. А учителя ОБЖ – это люди конкретные, не будут расписывать как филологи. Так. И затем у нас идет урок осмысления новых знаний или первичное закрепление. Конечно, этот этап урока можно провести как? Можно его провести на репродуктивном уровне, обязательно репродуктивные вопросы должны быть, обязательно должны быть какие-то необычные вопросы, вызывающие у учеников удивление. То есть вроде бы мы уже
проблему поставили, но проблем там много, и как, с какой-то еще новой точки зрения показать эту же проблему. Далее идет самостоятельная работа, самопроверка по эталону, может быть. Так? И рефлексия. Рефлексия – это не выставление оценок. К сожалению, некоторые педагоги, это, например, могут учителя трудового обучения, физической культуры, к сожалению, учителя ОБЖ тоже порой пишут, рефлексия – это выставление оценок. Но рефлексия – это оценивание самого ученика по результатам его деятельности на уроке. И оценивается, самые простые такие могут быть моменты рефлексии. Это оценивание своего состояния, своей степени удовлетворенности. Можно, чтобы ученик оценивал степень понимания содержания, так, оценивал участие свое в уроке, оценивал личностные какие-то свои качества. Но все равно, таким образом, проведенная рефлексия помогает что? Помогает что осуществить? Чтобы ребенок соотнес, какие были поставлены задачи, так, и достигнуты ли эти задачи по ходу урока. И затем организация домашнего задания, организация домашней работы. Опять же, здесь мы пишем «знают и умеют», так, но эти знания и умения могут быть уже записаны вами на более высоком таком творческом, креативном уровне. И, может быть, здесь придуманы вами какие-то творческие задания. И таким образом мы уже подготавливаем основу для того, чтобы начать составлять технологическую карту следующего урока. И вот таким образом у нас и получается, что каждый этап урока – это своего рода система. Урок один, да, он будет включаться в систему всех уроков. Организованный конец урока, как у нас вводится. Так, здесь вы можете тоже продумать какой-то личностный результат обучения. Да? И примечания, такие рекомендации, что если, например, вы ведете технологическую карту в форме таблицы, так, то ширину, количество колонок, их ширину можно корректировать, объединять, вводить дополнительные соподчиненные колонки, как вам хочется. Но рекомендуется не включать автоматический нумератор, потому что в таком случае полезное поле колонки очень сильно сократится, и перенос слов тоже не делать. Не выравнивать текст по ширине, а не центровать его. Вот такая вот, представьте, значит, что тут у меня страниц 6 получилось, да, это расширенный такой вот вариант, да, так. Согласитесь, что в принципе, такая карта может получиться очень компактной такой, конкретной, и она будет четко показывать, что делает учитель, что делает учащийся по достижению планируемых результатов обучения, которые рекомендованы нам федеральным государственным образовательным стандартом. Я надеюсь, что данная лекция поможет вам в разработке технологической карты. Данные материалы будут размещены в новостной ленте нашего института, значит, колоночка «Новость», и в новости как раз будут размещены презентация, сама форма технологической карты и таблица универсальных учебных действий Осмолова. Эти материалы будут доступны для скачивания. Также я могу сказать, что я всегда вас жду для консультации, для ответов на вопросы. И я рада, что сегодня у нас присутствуют вместе с нами учителя ОБЖ города Сыктывкара. 7 педагогов посетили наше сегодняшнее заседание. Большое всем спасибо за работу. Всего вам хорошего, успехов в разработке технологической карты урока.